Я хотел обратить внимание общественности республики, да, и всей страны, как сложилась та ситуация, которую мы сегодня имеем в Ингушетии. Начнем с осени 2018 года, когда было подписано соглашение. Само подписание соглашения в тайне от населения и именно содержание этого соглашения, передача земли при острой проблеме, земельной проблеме, при нереализованном законе о реабилитации репрессивных народов, это уже был шаг для провоцирования населения. Население уже вынуждено было собраться на митинге, высказать свое мнение, свой протест по этому вопросу. Далее, когда эта работа шла, митинг, две недели стоял митинг, ни одной провокации, ни одно нарушение, правонарушения не было допущено. Мы приходим уже к митингу, который состоялся 26 марта. Почему произошли правонарушения? Да потому что если бы власть также относилась к населению, как и осенью, то никаких провокаций, никаких правонарушений не было бы допущено. То есть очевидно, что власти, именно те, кого это касалось, заинтересованы были, чтобы там были провокации, и действия силовых структур, и действия отдельных там средств массовой информации, там, работников властных структур республики. Все они были направлены на то, чтобы спровоцировать и показать общественности и так далее какие-то негативные стороны. Не было этих негативных сторон. Требования людей, требования протестующих – это законные требования. Всегда ингушский народ, он рассчитывал на справедливость, на законность. Мы ждем всегда, что с России, с центра будут приезжать порядочные люди, чиновники, которые будут заинтересованы в стабильности в целом российском государстве, чиновники, которые бы внимательно разобрались в сложившейся ситуации, расставили бы акценты. Но этого не происходит. Конечно, нас это удивляет. Мы никогда не перестанем добиваться справедливости, никогда не перестанем добиваться законности, потому что это у нас в крови. Но все, что происходит сегодня в Ингушетии, это в первую очередь сигнал для федерального центра. Потому что неправильно то, что такая информация, которая сегодня идет из Ингушетии, да, по официальным каналам, эта информация не соответствует действительности. Люди, которые сегодня докладывают центру ситуацию в республике, они ответят за дальнейшее развитие событий. Они должны правильно докладывать ситуацию, они должны реагировать на то, что здесь происходит. Дело в том, что когда собирается 30, 40, 50 тысяч людей, протестующих, это в основном 95% зрелые мужчины. Это целые семьи, которые за ними стоят. Это порядка 100-150 тысяч человек, которые высказывают свое мнение. Никакой реакции. Вот парламент у нас есть, глава республики, есть властные структуры, но налицо присвоение всех властных полномочий одним человеком. Это антиконституционные меры. Население требует только своих прав. Вот элементарно были поставлены вопросы о принятии Народным собранием 2 законопроектов по отмене, то есть закон, который был в первом чтении принят о референдуме, и, то есть принять его с теми условиями, которые там были ранее, и закон о смешанной системе выборов в Народное собрание республики. Никакой реакции. Даже элементарно, когда более 100 тысяч избирателей республики требуют, просят такую реакцию, такие меры, никакие меры не принимаются. Поэтому это результаты сегодня, что мы имеем, это результаты провокационной деятельности местной власти и недобросовестной работы представителей федеральных органов власти на этой территории. Поэтому мое обращение к нашим гражданам, к жителям республики: мы должны понимать эту ситуацию. Мы никогда не перестанем отстаивать свои законные права.
мы будем работать только в правовом поле. Да, нас будут провоцировать, да, будут готовиться какие-то специальные проекты, чтобы дискредитировать и руководителя этого движения, и активистов протестных движений. Но это не сыграет роли. Только торжество закона и справедливость, торжество Конституции Российской Федерации и Республики Ингушетия сможет успокоить ситуацию, нормализовать ситуацию в республике.